Я сейчас микрофон попрошу, девушки. Как раз вам представить, да? Компания Нортрейдинг, город Кустанай. Наша компания занимается, основа деятельности это кассовые аппараты и кассовые системы. Хорошо. Кроме всего прочего, значит, при сотрудничестве мы являемся официальными представителями Рязанского завода кассовых машин. Хорошо. И в ходе сотрудничества мы узнали, что они производят печатные машины, пишущие. По заказу нашего правительства, скорее всего. Нет, Так не бывает. Они изготавливают русскоязычные машины. Русскоязычный Да. вариант, да. По нашей просьбе они изготовили с казахским шрифтом. Нет, по вашей сугубо личной просьбе не может быть. Нет, ситуация на сегодняшний день развивается так. Идет переход делопроизводства на казахский язык. И на сегодняшний день это становится вопрос актуальным. Но задача еще какова? Скажем так, в отдаленных районах у нас отсутствие электроэнергии. Это большая проблема. На сегодняшний день можно иметь компьютер с соответствующей программой, иметь казахский шрифт. Можно иметь машину типа класса Оливетти или Ромашка, тоже будет с казахским шрифтом. Но если нет электроэнергии, то, извините, вы остаетесь без рук. Эта машина, она механическая, с казахско-русским шрифтом. Она позволит вам решить все проблемы, которые вам необходимы в делопроизводстве. В любом положении. Вы можете в дороге печатать, вы можете, независимо от энергоисточников, что на сегодняшний день достаточно актуально. Можно такой же портативный компьютер взять и в дорогу. Ну, вы поймите, мы еще недостаточно богатые, в широком смысле слова, чтобы каждый имел ноутбук. Однако Кителка уже 5-й год тут, да? Презентация проходит. Да. Как вы видите, богатство оргтехники. Что делать? Да, да. Вот, пожалуйста, пройдемте сейчас. Компания. Ваша компания. Нет, я имею в виду, сейчас мы вступаем в рыночную экономику, у вас должен быть все равно заказчик. Покупатель должен ориентироваться. Скажем так, откуда это взялось? Да. Откуда это взялось? Значит, мы сотрудничаем с налоговыми органами, поскольку работаем с кассовыми аппаратами. Так. В этом плане у нас есть сотрудничество. В ходе этого сотрудничества было выяснено, что в отдаленных районах частые перебои с электроэнергией, они не могут заниматься нормальным делопроизводством. А тут нам завод пошел, как говорится, навстречу и смог изготовить такую машину. Вот сейчас мы ее предложили у себя и предлагаем везде. Прошу прощения, господин Ашитко. Я так думаю, что мы эти отдаленные районы своим казахским языком еще больше отдаляем. Нет. Если мы идем к 21 веку, их толкаем в 19 век. Нет, вы не правы. Вы тут не правы. Отдаление идет не за счет техники, отдаление идет за счет людей. За счет людей. Это за каких людей? Которые сидят в правительстве? Или как? Все зависит от отношений. Ведь простые люди, они всегда найдут между собой общий язык. Всегда. Все зависит от того, как поведут себя руководители. Взять, не будем говорить пока о правительстве, возьмем любую маломальскую компанию. Если руководитель энергичен, если он внимателен, если он даже он не может не иметь, как говорится, 7 пядей во лбу, но уже эти качества позволяют ему создать нормальный коллектив, который эти качества, недостающие у него, может восполнить. Вы согласны с этим? И тут уже не говорит о том, человек говорит по-русски или по-казахски или по-английски. Главное создать коллектив единомышленников. И можно решить все, сломать все стены. Ну, однако же вы придерживаетесь вот такого варианта, как вы считаете? А вариант этот, скажем так, если правительство на сегодняшний день приняло решение, что необходимо вводить делопроизводство на казахском языке, что это необходимо действительно, потому что казахи должны уметь читать по-казахски. Правильно. Они должны эти документы видеть. Да. Кроме газет, у нас ведь, по сути дела, пока что полиграфия достаточно слаба.
в этом плане. Это в какой-то степени позволит восполнить эти пробелы. Понимаете, ровно в 90-м году, когда вот я хорошо помню, я когда выезжал в совхоз Букинбай, Ахмольницкая область сейчас, ну сейчас, я не знаю, Астанинская область или как, или столичная область будем называть, так те же аульские, говорится, казахи хотели такой же, говорится, ромашкой, хотели производить, говорится, выпускать газету. Вы понимаете, как вы считаете, вот, для них, как понимаете, нужно подготавливать целую программу, я так полагаю, правильно? Их обучать, что это действительно машинка. Вы ромашку представляете? Вы Конечно, видели когда-нибудь? Конечно. Ну, это как раз ту машинку, как вы знаете, можно 2 раза подкинуть, 1 раз поймать. Вы Ну, согласны со мной? я вам скажу, что эта машина, она механическая, и она найдет применение в тех, скажем так, отраслях, например, налоговые органы. Инспектор приехал, ему нужно срочно составить акт. Или МВД. Составить какой-то протокол. То есть оформить документ срочно. Срочно, на казахском языке. А почему нет? Это можно в таком случае на компьютере точно так же оформить. Так опять же, это машина механическая, и вы не зависите от энергоисточников. Ну, в таком случае Я согласен, допустим, тот же инспектор налоговой полиции или тот же сотрудник милиции может прийти и у себя. Но на сегодняшний день, я уверен, наш бюджет это просто не сдюжит. Простите, я был везде в поставить Германии, компьютеры. Да? Простите, я был в Германии, вот такие машинки, они почему-то уже, как говорится, на свалке, что ли, они стоят такие же. Уже все переходят, как говорится, совсем на другую. Поймите, мы не претендуем, что эти машины должны стоять везде. Эти машины возьмут именно те люди, которые им будут нужны. У человека всегда должен быть выбор по желаниям и посредствам. Посредством, да. Ведь это же достаточно дешевая машина. Я считаю, что, понимаете, весь процесс в том, если, говорится, судить по себестоимости, что себестоимость вот этой, говорится, машинки сейчас равноценна себестоимости, например, того же 286-го процессора, понимаете? Как вы считаете? Того же компьютера на 286, Нет, которые, понимаете, уже выходят, Я уже скажу, что это на порядок меньше. на порядок еще меньше, да? Конечно. На порядок, ну это сколько вот приблизительно стоит? Эта машина стоит 10 тысяч тенге. За 10 тысяч я могу купить компьютер, здесь вот с процессором, даже с монитором. Я даже его еще и не продам. Ради бога. Если он вам Ну необходим, хорошо, купите. тогда будем следовать программе 2030, да? Как говорится, с машинкой Алия. Возможно. Хорошо. Мы не говорим, что это панацея. Благодарю вас. Это просто-напросто Это- найдет своего покупателя, найдет своего пользователя. Жаль, что тут, говорится, нет представителей департамента по языкам, почему-то они не замечают это. А вы знаете, мы не ожидали, но очень много людей интересует. Это интересует. Да, Будем очень знать. многих людей это интересует. Будем знать, что это интересует. Есть, ну, скажем так, старшее поколение, которому сейчас садиться за компьютер уже несколько поздновато. И чисто А психологически, мне кажется, старшему поколению вообще не нужен язык. и зря вы так. Очень много Пенсионерам. подходило Зачем им, женщин. говорится, ломать голову, нужно, говорится, мне кажется, Женщина подошла, говорит, я будущее стихи пишу. готовить. А? Женщина подошла, говорит, я стихи пишу. Ну, пиши. Ну, что ж. Ей хочется иметь машинку на казахском Здесь она- языке, и она... Это делается очень просто. Она пишет ручкой, дает машинописью, она на компьютере печатает. пожалуйста. Ну, тут варианты самые различные. И Самые таком различные. плане. Ладно, благодарю вас. Не буду Всего это- доброго. Рахмет. Выставка идет второй день, и в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, в общем-то, мы изучаем спрос на эти машины, и уже реальные заказы составляют где-то порядка 500 машин. То есть интерес к этим машинам есть, чего мы, собственно говоря, и не ожидали. В дальних, отдаленных районах или Да, да. Акиматов? Ну, Поселковка. представителей акиматов не было. В общем-то, может быть, они и были, но люди так не представлялись. Ну, я думаю, что они далеки от компьютерной техники, поэтому, говорится, Ну, понимаете, каждому свое. я понял. У каждого свой уровень восприятия и производства, скажем так. Именно уровень восприятия их мы не можем поднять. Я считаю, что, говорится, поэтому они еще больше, дальше отдаляются. Я считаю, в конце концов, они просто придут к тупику своему. Нет, понимаете, если, скажем так,
состояние нашей страны несколько улучшится и не будет перебоев с электроэнергией, люди постепенно перейдут и к компьютеру, и к электронике, и ко всем. Но на сегодняшний день имеются просто-напросто экономические трудности в этом плане. Я понимаю, однако... А работать нужно, а работать нечем. Поэтому появился и спрос на старую древнюю технику. Я считаю, что состояние все-таки чиновника хватает, ездить на Мерседесах, строить себе коттеджи. Не всех. Я считаю, все-таки тут нами сделано, я прошу, хоть я вырос арест, я считаю, что из-за быдлой, языковой политики нашей республики, я считаю, что мы эти плоды еще будем дальше. Ну, хлебать придется долго. Да, хлебать придется долго. Достаточно долго. Рахмет.